Учебники старые. Хотелось бы, конечно, обновление, но, видимо, у них в Марийской возможности, может, нету, не знаю. Но у нас учебники старые. До чего дошел прогресс в эпоху грандиозных научно-технических свершений в системе отечественного образования? В этой марийской школе в деревне Улисьял учителя каждый год подшивают буквари. Учебники по родному марийскому языку, словно древние папирусы, для них имеют уж точно не меньшую ценность. В последний раз большую партию книг эта школа получила почти 17 лет тому назад. С тех пор ежегодные запросы в Министерство образования Республики Марий-Эл остаются без ответа. Соседям нечего предложить своим соотечественникам, проживающим в Татарстане. Учебники по изучению родного марийского языка не внесены. И будут ли внесены в будущем — большой вопрос — в федеральный перечень учебников. Потому не могут быть допущены к изданию, тиражированию и, главное, к использованию в школах. Мне знаете, когда обидно? Когда я на татар смотрю, они с таким усердием, с таким желанием учат свой родной язык, ну, за них прямо радоваться только остается. А у нас таких возможностей нет. Вот тогда обида бывает. Не каждый национальный регион, как Татарстан, смог отстоять свое право на изучение родного языка и возможность обучения на родном языке. Татарстан – один из первых регионов, который занялся этим кропотливым, дорогостоящим процессом по внесению учебников на татарском языке в федеральные разрешенные списки. Наш пройденный путь – это уже готовый порядок действий и для остальных субъектов. Именно Татарстан сыграл немаловажную роль в формировании образовательных стандартов третьего поколения. А это ведь главный документ об образовании, где уже государственные языки народов России будут вновь возвращены в образовательное поле. Перечни обязательно изучаемых предметов государственный язык республик. Это язык не только Республики Татарстан, у нас 21 республика в составе Российской Федерации, и их теперь государственные языки официально на законном основании могут изучаться и будут изучаться уже со следующего года в образовательных организациях. Не каждый национальный регион может так влиять на изменения в общественно-политической жизни страны. Не каждый регион уделяет такое внимание вопросам сохранения и развития родных языков. И это, безусловно, по мнению экспертов, признак пассионарности нации. Татары вторые по численности в России, но их большая часть проживает за территорией Татарстана. Всемирный конгресс татар объединяет 510 культурных и общественных организаций в 76 регионах страны и 46 странах мира. И в каждой из них есть люди, которые являются для своего народа, в частности, и всей страны, в целом движущейся силой. Татарский народ дал всему миру очень большое количество известных ученых, деятелей наук, искусств. Они являются государственными, муниципальными служащими. Наши татары являются в очень многих округах и в своих региональных, в регионах Российской Федерации депутатами. Они могут, я почему говорю именно общественно-политические, они могут на сегодняшний день высказать свое мнение по отношению к народам, который является вторым по численности и который занимает там достойное очень место. По мнению социологов, такое явление вполне объяснимо. Это закон больших чисел, когда количество рождает качество. Чем больше народ, тем больше у него шансов получить определенные социальные ресурсы, экономические преференции и рычаги влияния. Формируется такая сложная социальная структура. То есть среди большого народа могут формироваться самые разные профессиональные группы, скажем, какие-то отраслевые группы, какие-то разные другие группы социальные, из среды которых могут появляться какие-то более продвинутые, более активные люди. По словам социологов, огромное значение имеет и сам статус. Быть вторыми в огромной стране численностью в 146 миллионов человек – это некая психологическая основа. Для определенной части татар это ощущение гордости за принадлежность к большому татарскому миру. И потому очень часто желание разбить татар на мелкие этнотерриториальные группы обречено на провал. Башкиры. Да ведь огромное количество родов и племен, однако там просто идут башкиры. У татар, несмотря на то, что это сложившаяся политическая нация, тем не менее, до сих пор идет деление. И, конечно, это вносит достаточно большую путаницу в головах людей, которые проживают. В Татарстане понятно, татарин, он и есть татарин, да? А те, которые проживают в Сибири, которые в Астраханской области, опять-таки в том же соседнем Башкортостане, Пензенской области, то есть там процент может оказаться намного меньше. Biz aның Sibir'nin 1000 yıl tarihini açsak,
Ничек анда Сібір ханнары, Түмен ханнары, Қазан ханнары, Бұлғар ханнары, Крым ханнары, ничек олар бірдәмлікте, аңнауда, үзләрінің кәғаздары белән, үзләр язмышлары белән, киленнәре белән, кияүләре белән бергә торганнар. Бу бит Россия, Евразия җирендә татарлар. Шуңа күрә бүленү ул безнең тарихны аңламаудан да. По мнению социологов, именно татары, их единство, их борьба за свою идентичность, их бережное отношение к своему наследию, их уважительное отношение к памяти своих предков, их трепетное переживание за судьбу своих потомков формирует этот инстинкт самосохранения. И цифры, кажется, тут совсем ни при чем. Важно, что Татарстан занимается не просто такой вот гуманитарной просветительской деятельностью, но он еще сохраняет каркас российской государственности. А в этом руководство России сколько раз говорило, да, что наша сила вот в этом многообразии. А ведь безродный космополит – это страшная вещь. Мы знаем, что многие люди, которые идут на страшные преступления, у них нету вот того, что называется внутреннего стержня. А национальный стержень один из сильнейших – это приобщение к общности. Надо равняться на татар. Они свой язык никогда не потеряют. А у нашего языка есть ли будущее, не знаю. Ильзира Юзаева, Роман Безменов и Андрей Кузьмин. 7 дней.